Дорогие друзья, я горячо приветствую вас на канале Jesus Ante Nosotros. Здесь вы найдете сообщения, полные счастья и мотивации. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал, чтобы получать еще больше интересного контента. Присоединяйтесь к этому благословенному сообществу и поделитесь хорошими новостями с теми, кого вы любите и хотите, чтобы вас любили. Не сдавайтесь, я знаю, что вы столкнулись с проблемами в своих финансах, здоровье и отношениях. Это всего лишь знак того, что вы близки к большим переменам. Враг объявил войну вам и вашей семье, но я объявил мир, победу, исцеление и благословение вашей жизни. Мое слово окончательное. Встаньте и начните свой день, будьте взволнованы, потому что благословение, о котором вы молились, вот-вот придет. Откройте эту дверь, набрав 111. Если вы согласны, значит, рядом находится тот, кто вам нужен, и решение, которое вы ищете, совсем рядом. Доступ к следующему этапу вашего пункта назначения уже запланирован. Его послушание открыло одну дверь, а его поступок открыл другую. Личностные изменения произойдут в ближайшие 72 часа. Однажды ты проснешься, и все обретет смысл. Вы поймете, почему вам пришлось пережить столько боли. Вы поймете, что Бог всегда слушал и всегда готовил путь. Вы будете наполнены радостью и глубоким пониманием боли. Подождите, чтобы увидеть благословение, стоящее за этим боем. Введите «да», чтобы потребовать это. Ангел, помни, это последний признак того, как найти свою вторую половинку. Они ждут вас в 11. Не упустите возможность и приходите вовремя. Доверьтесь процессу и верьте, что Вселенная все подстроит для вас. Эта встреча может изменить вашу жизнь, поэтому будьте открыты и готовы принять новые возможности. Удачи! Враг знает, что вы ближе, чем когда-либо. Увидьте действия ангелов и благодать Божию на вас. Он пытается сломить и утомить вас, потому что вы находитесь в нескольких шагах от обещанного пункта назначения. Я знаю, что это больно и утомительно, но, пожалуйста, сделайте шаг назад и осознайте, что враг нападает на вас не просто так. Почему поднялась температура? Враг пытается остановить это великое движение Бога, но не может. Ни о чем не беспокойтесь, лучше молитесь обо всем. Раскройте свои потребности Богу и не забудьте поблагодарить Его за Его ответы. Если вы сделаете это, вы испытаете мир Божий, который гораздо чудеснее, чем может постичь человеческий разум. Его мир сохранит ваши мысли и сердце в покое, когда вы доверяете Христу. Сегодня вечером я провозглашаю вам благословение мира, надежды и восстановления. Я утверждаю, что сердце восстанавливаются, отношения восстанавливаются, семьи воссоединяются. Я объявляю, что все твердыни и узы разрушены вами и вашей семьей во имя Иисуса. Выходи из этой ситуации, Дитя Божие. Это не его постоянное место, а лишь маленькая глава в его славной истории. За пределами этой главы есть много жизни, любви и радости. Поднимите голову и славьте Господа, зная, что грядет нечто чудесное. В это время неопределенности напишите «да», если вам нужно. Ангелы говорят вам сегодня, что вы вступаете в период великого расширения и празднования. Это момент, когда жизнь наконец возвращает вам то, чего вы так долго ждали.
Вы ждали достаточно долго. Осознайте, что ход жизни поворачивается в вашу сторону, и это не просто совпадение или несчастный случай, а результат ваших неустанных усилий и приверженности своим мечтам и целям. Готовьтесь к лучшим и более легким временам, они наверняка уже на подходе. Наше послание вам такое: расслабьтесь и спланируйте прекрасные моменты, которые вскоре у вас появится повод отпраздновать. Бог говорит вам сегодня, что вы вступаете в новый сезон победных серий. Это момент. Ты получил достаточно уроков, ты проделал работу, ты столько преодолел, ты верил даже тогда, когда это было трудно. Ты никогда не сдавался, ты преодолел все. Сейчас ваше время осмысленно получать благословение. Напишите 555, если верите в это. Противников, которых вы видели раньше, вы больше не увидите. Зависимости и вредные привычки, которые вас сдерживают, разрушаются. Божья благодать высвобождается по-новому, а она будет продвигать вас вперед. То, на что должно было уйти 40 лет, теперь будет завершено быстро. Бог в одно мгновение сделает то, что Он приготовил для вас, неожиданным образом. Я буду молиться, чтобы вы получили это призвание, которое изменит вашу жизнь. Я буду молиться, чтобы вы получили повышение на работе. Я буду молиться, чтобы медицинское заключение указало на ремиссию и отсутствие рака. Я буду молиться, чтобы контракт был успешным. Я буду молиться, чтобы вы встретили человека своей мечты во имя Иисуса. Аминь. Бог говорит вам сегодня, что Он никогда не разочарует тех, кто надеется на Него. Вы знаете истории о Данииле, Иосифе, Аврааме, Давиде, Анне и Эстер. Несмотря на все трудности, с которыми они сталкивались, они доверяли мне, верили, что я отвечу на их молитвы в нужное время. Я никогда их не подводил, я просто благословлял их благословениями, которые припас для них в нужное время. Я знаю, ты веришь в меня, я никогда тебя не подведу. Верь в меня, я никогда не буду лгать. Есть моменты, которые Бог уже предназначил проявить в вашей жизни. Я думаю, это один из таких моментов. Вы живете во время благосклонности, время роста, время ускорения. У вас появится новая уверенность в том, что вы сможете делать то, что раньше не могли сделать. Вы увидите, как ваши дары и таланты проявляются в большей степени. Бог даст вам больше влияния, больше резонанса, большую платформу. Ваше лицо будет сиять и выделять вас. Напишите «Аминь», если согласны. Бог говорит: «Сын, не иди на компромисс с тем, что я запланировал для тебя, из-за страхов, которые преследовали тебя в прошлом. Ты не упадешь, ты не потерпишь неудачу. Я вокруг тебя и настолько высок, что ты достигнешь места, где мы с тобой еще можем стать ближе. Более. Поверь мне, люби меня и давай прыгать. Помни, не проходит ни секунды, чтобы меня не было с тобой, значит, я буду с тобой и в этом прыжке. Позвольте мне показать вам чудеса, которые я приготовил специально для вас. Напишите «Я в изобилии», чтобы заявить об этом. Бог создал нас всех. Мы родились с целью, созданной специально для выполнения божественной миссии здесь, на земле. Единственный способ сделать это в полной мере – вернуться к тому, какими мы были изначально созданы, а не как самотворцы, в постоянном общении с Ним.
Именно здесь Он продолжает давать нам свое дыхание, и мы можем выполнять свою миссию так, как Он спроектировал нас. Тогда Иисус ответил им: «Истинно говорю вам, если вы будете иметь веру и не усомнитесь, и если вы скажете горе сей: встань и ввергнись в море, то это произойдет». Хорошая новость в том, что даже если вы не видите, как все может происходить, Бог этого никогда не видит. Вы должны поговорить с этими горами в своей жизни и провозгласить благосклонность к этим ситуациям, а не говорить с Богом о масштабах своих проблем. Поговорите со своими проблемами о том, насколько велик ваш Бог. Когда вы поговорите со своими горами, они сдвинутся, и вы будете двигаться к победе, которую приготовил для вас Бог. Введите «Аминь», чтобы получить его. Господь, дай мне сил не только для выполнения моих повседневных задач, не только для завершения обучения, не только для того, чтобы заботиться о своей семье, или воплощать свои мечты в реальность, или сталкиваться с трудными людьми. Хотя мне нравится это делать, дай мне силы заставить тебя гордиться тобой. Дай мне силы прославлять тебя во всем, что я говорю, делаю и существую. Дай мне силы противостоять проблемам, чтобы другие могли увидеть твою красоту, чтобы они могли быть направлены на тебя. Дай мне силы быть смиренным и делать все не для моего имени, а для твоего. Я знаю, что ты удивительный Бог, но я также знаю, что я подвержен искушениям и буду совершать ошибки. Господи, дай мне сил поскорее покаяться, отвернуться от своих желаний и бежать к своим. Аминь. Напишите «Я верю в себя», чтобы подтвердить это. Есть победа с Твоим именем, исцеление с Твоим именем, новое положение с Твоим именем, новый дом с Твоим именем, законный триумф с Твоим именем, переломный момент с Твоим именем, чудо с Твоим именем. Введите «Да», чтобы потребовать это. Бог говорит вам сегодня, что пришло время снова улыбнуться. Никогда не забывайте, что вы не одиноки в этом. Позвольте мне помочь вам. Мои ангелы уже с вами. Расслабься и поверь мне, у меня на тебя необыкновенные планы. На самом деле, именно поэтому вы должны снова быть взволнованы, потому что планы, которые у меня есть на вас, больше, чем вы могли бы когда-либо мечтать или думать. Лучшее еще впереди. Бог говорит вам сегодня, что Он понимает, что в последнее время вы задаете себе вопросы и задаетесь вопросом, достаточно ли вы сильны и хороши, чтобы сделать то, что я положил вам на сердце. Это послание призвано напомнить вам, что вы можете сделать все через Христа. Не смей сдаваться и не позволяй страху удерживать тебя от твоей мечты. У тебя не получится сделать это идеально, но я помогу тебе, когда ты попросишь. Вы можете молиться: «Иисус, держи меня в курсе твоего присутствия». Пусть эти слова найдут отклик в вашем сердце и разуме. Даже если ваши мысли иногда блуждают, эта простая молитва может вернуть вас ко мне. Чем больше у меня будет места в вашей жизни, когда вы будете рядом со мной, тем радостнее вы будете, и тем больше я смогу благословить через вас других людей. Я готов сиять, я все, что нужно в Спасителе, я Бог, и я жив в тебе. Я наполняю тебя жизнью и сияющей любовью. Я хочу, чтобы моя жизнь в тебе переполняла и влияла на других людей. Взаимодействуя с ними, попросите меня жить через вас и любить через вас. Когда вы будете сотрудничать со мной таким образом, мой свет будет отражаться в вашем лице, а моя любовь и благодать в ваших словах.
Я настроен оптимистично, если ты готов. Ты полный во мне. Все, что вам нужно для вашего спасения и духовного роста, есть во мне. Благодаря моей божественной силе у вас есть все, что вам нужно, чтобы продолжать жить в вечной жизни, которую я дал вам. Я также даю вам глубокие знания обо мне. Я приглашаю вас открыться и поделиться со мной на самых глубоких уровнях. И ваши невзгоды, и ваши радости обретите покой в моем законченном деле на кресте, и будьте счастливы, что будете в вечной безопасности во мне. Наслаждайтесь богатым душевным удовлетворением через познание меня, вашего любящего Спасителя и друга навеки. Я верю в себя. У нас есть много вещей, к которым мы часто не имеем доступа, потому что забываем, что они у нас уже есть. Я не могу сказать вам, сколько раз мне было страшно, одиноко или грустно, потому что я чувствовал, что мне не хватает чего-то, что у меня уже было. Я здесь, чтобы напомнить вам сегодня, что радость у вас все еще есть, она принадлежит вам, получите к ней доступ, она придаст вам сил. Отец твой дал его тебе, не забывай, ибо радость Господня сила твоя. Я добр к себе, и я хочу, чтобы ты праздновал жизнь со мной. Есть так много удивительных вещей, которых можно ожидать, поэтому не позволяйте этому миру мешать вам прославлять то, кем вы являетесь, и чудесные вещи, которые вас ждут. Мои возлюбленные, то, что сейчас кажется болезненным, скоро пройдет, но радость, которая придет, будет длиться вечно. Так что остановитесь на мгновение, будьте благодарны сегодня. Пусть твое сердце празднует наши любовные отношения и услышит мой шепот с небес: «Я люблю тебя». Когда я не даю вам особого руководства, оставайтесь там, где вы находитесь, и сосредоточьтесь на выполнении своих повседневных задач, осознавая мое присутствие с вами. Радость моего присутствия будет сиять на тебе, когда ты делаешь все для меня. Таким образом, вы приглашаете меня во все аспекты своей жизни, сотрудничая со мной во всем, вы позволяете моей жизни слиться с вашей. В этом секрет не только радостной жизни, но и победоносной жизни. Более того, вы будете обильно благословлены, когда уверенно идете со мной через рутину своего дня. Ты моя прекрасная ветвь, приносящая плоды, которыми все могут насладиться. Я в тебе, с тобой, чтобы ты мог процветать. Мы навечно связаны, ты никогда не почувствуешь себя одиноким или покинутым, пока остаешься связанным со мной. Где бы вы ни находились, я рядом, готовый дать вам все, что вам нужно в данный момент. Я наслаждаюсь потоком через тебя, моя драгоценная. Я никогда не разорву наши отношения. Даже если ты попытаешься отдалиться от меня, мои любящие руки всегда будут открыты, чтобы приветствовать тебя дома. Всегда помни, что ничто из того, что ты сделаешь или скажешь, не изменит моей любви к тебе. Так оставайся рядом со мной, моя любовь, я требую. Если вы принимаете это утверждение, придите ко мне, возлюбленные. Я постоянно приглашаю вас подойти ко мне ближе, сохранять спокойствие в моем присутствии и сосредоточить свои мысли на мне. Расслабься и услышь мой шепот любви в своем сердце. Я любил тебя вечной любовью. Размышляйте о славной истине о том, что я всегда с вами. Вы можете построить свою жизнь на этом прочном камне. Реальность мира, в котором вы живете, постоянно меняется. Твердой почвы вы там не найдете. Поэтому я призываю вас следить за мной в течение дня.
У тебя не получится сделать это идеально, но я помогу тебе, когда ты попросишь. Вы можете молиться: «Иисус, держи меня в курсе твоего присутствия». Пожалуйста, перепишите весь текст ниже, скорректировав грамматику и разделив его на абзацы, изменив некоторые части, чтобы они изменились, но сохранив первоначальный смысл, или изменив порядок предложений, чтобы они имели смысл. Не удаляйте никакие отрывки и не уменьшайте количество символов. Удалить слово «музыка». Я восхищаюсь великим Яесм и молюсь о финансовых чудесах и помощи тем, кто испытывает финансовые трудности. Я молюсь, чтобы Твоя рука легла на наши финансы, умножая их и расширяя наши территории во славу Твою. Приди от Твоего присутствия и дай мне силы освободиться от любого страха, выбрав быть сильным в Тебе, независимо от обстоятельств. Даруй нам мудрость распознавать правильные действия в нужное время. Я призываю необычайную милость Бога к своей жизни прежде, чем кому-либо другому понадобится совершать чудеса там, где они необходимы. Спасибо за сверхъестественную мудрость и понимание, которые вы дали мне, чтобы противостоять любым трудностям и преодолевать их. Заранее славлю вас за победу и благодарен за ваши ежедневные чудесные вмешательства в мою жизнь. Аминь. Иисус однажды сказал: «Вы не понимаете, что я делаю сейчас, но вы поймете позже». Истинная сила заключается в том, чтобы позволить Богу исцелить нас, не становясь теми, кто причиняет нам боль. Да, финансовые благословения уже в пути, если ты верите этому. Небесный Отец, я молюсь о ежедневном поощрении к чтению Твоего слова. Помогите мне понять Священное Писание и даруйте мне мудрость, знания и понимание, которые мне нужны, чтобы учиться из Библии. Прости меня, когда я отвлекаюсь или когда мое сердце не полностью занято, когда читаю Твое Слово. Держи меня сосредоточенным, свободным от отвлекающих факторов плоти, и помоги мне расти в вере, когда я хожу в Святом Духе. Во имя Иисуса. Аминь. Бог подтверждает, что ваша жизнь имеет смысл и цель, вы важны. Живите своей жизнью в святости, избегайте греха и поддерживайте своих собратьев. Бог любит вас, и если вы читаете это, ожидайте значительного финансового благословения в следующие 2 года. 5 дней, не игнорируйте это сообщение, ваша карма реальна. Введите «да» для подтверждения. Радуйтесь, жители Иерусалима, и прославляйте Господа Бога вашего за дождь, который Он посылает, что означает Его верность. Дожди осени и весны придут еще раз, Бог говорит: помните, что моя любовь к вам безусловна, и я всегда буду быть рядом с тобой, даже в самые трудные времена. Не стесняйся искать моего присутствия и утешения, поскольку я твой любящий Отец, который заботится о каждой детали твоей жизни. Пусть моя любовь наполнит твое сердце и преобразит твою жизнь. Со мной ты обретешь мир, которого так желаешь, и счастье, которое можно найти только во мне. Поверь мне, сын мой, и ты увидишь, как моя благодать действует в твоей жизни. Если ты веришь в это слово, напиши в комментариях: «Я вступать во владение. Бог провозглашает: я Бог чудес, способный совершить невозможное. Моя любовь к тебе остается нерушимой, неизменной со вчерашнего дня до завтра и на протяжении вечности. Будьте уверены, что я рядом с вами, и мои обещания нерушимы. С Иисусом рядом с вами победа станет драгоценностью вашей жизни.
Его имя – благословение ваших усилий, а Его блеск рассеет любое недовольство и неоспоримую убежденность. Пусть ваша вера достигнет небес, возвещая о вашем триумфе над трудностями, и поднимет ваш полет на небеса. Бог гарантирует, что ваши молитвы будут услышаны и услышаны. Следующие 2 месяца вашей жизни будут лучшими, даже после неудач, таких как болезнь, трудности или потеря работы. Лучшие дружеские отношения, возможности и благословения уже на пути к вам, кто мы, дети Божьи. Давайте объединимся в молитве. Дорогой Бог, мы собираемся перед Тобой в поисках Твоего божественного руководства и благословений. Мы поднимаем Твоего дорогого ребенка, который слышит эти слова, в Твои любящие руки. Дай ему силы противостоять трудностям и двигаться вперед. С непоколебимым мужеством, непоколебимой уверенностью и твердой решимостью. Пожалуйста, осветите его путь мудростью и интуицией, чтобы он мог принять правильные решения в своем путешествии. Омолодите его усталое сердце и пополните его энергию, чтобы он мог идти с жизненной силой. Пусть он почувствует тепло вашего вездесущая любовь, которая окружает тебя верой в наших сердцах. Мы заявляем: «Я люблю тебя, Бог». Мы уверены, что боль, муки и бессонные ночи скоро закончатся. Твои обильные благословения, включая любовь, благополучие и процветание, изольются на тебя. А Господь, Ты откроешь двери, которые никто не сможет закрыть, создавая пути даже там, где кажется, что их не существует. Мы провозглашаем милость, доброту и благословение, которые изливаются в изобилии. Вы превратите их печаль в радость. Молитвы, посланные вам, получают ответ прямо сейчас. Пожалуйста, ответьте «Аминь», если вы думаете, что эта неделя будет наполнена Божьим величием. Мы верим, что к ним потекут исцеление, изобилие, новые возможности и благословения. Машина, работа, благословение и особенный человек, которого они так ждали, все на их месте. Мы призываем их считать Бога своим главным приоритетом и верить в Его идеальное время. Июль обещает хорошие новости, новые благословения, возможности исцеления, любовь и бесконечное благоволение Бога. Создано уникальное благословение специально для них и приближается к вашей двери. Затем напишите себе: «Я люблю тебя, Боже». Мы призываем нашего дорогого ребенка сохранять непоколебимую веру. Они должны знать, что Ты – Бог безграничной любви и милосердия. В вас они найдут благодать и прощение, в которых они так отчаянно нуждаются, независимо от своих прошлых действий или бездействия. Его любовь и милосердие всегда готовы принять их. Нет слишком большого греха для вашей милости, и вы всегда готовы простить и изменить их жизнь. Пусть вы освободитесь от бремени вины и чрезмерного сожаления. Вместо этого признайте свои ошибки, искренне покайтесь и придите к вам, потому что вы всегда готовы принять их с распростертыми объятиями. Небесный Отец сообщает, что слезы, страдания и ночи при свечах скоро сменятся радостью, облегчением и мирным отдыхом. Небесный Отец исполнит ваши сердечные желания, благодать, любовь, хорошее здоровье и процветание обильно потекут в их сердце. Жизнь. Двери откроются по твоему приказу, и никто не сможет их закрыть. Ты организуешь для них чудо, даже в самых мрачных обстоятельствах. Ты превратишь их плач в смех,
и их молитвы будут услышаны в этот самый момент. Бог с любовью напоминает вам: пусть вы найдете утешение в утешительных словах Иеремии 29:11, «Ибо я знаю планы, которые у меня есть для вас, заявляет Господь, планы для процветания, а не для катастрофы, чтобы дать вам будущее и надеяться. Мое стремление к вашему благополучию охватывает не только материальное богатство, но и каждый аспект вашего существования. Пусть сомнения рассеются и прозвучит громкое «Аминь». Задумайся, дорогое дитя, а Филиппийцам 4 часа 19 минут. Все, что тебе нужно, даст Бог мой по славному богатству своему во Христе Иисусе. Моя цель – воодушевить вас, а не обескуражить перед лицом невзгод. Даже когда препятствия кажутся непреодолимыми, помните, что я – Бог, который превращает невозможное в реальность. Я придаю вам силы и мудрости, чтобы вы могли мужественно и смело преодолевать трудности. Мужество. Настойчивость, ибо я всемогущий. Напишите «да», если сохраните веру, когда окажетесь в трудных ситуациях. Позвольте мне быть рядом с вами и направлять ваш путь, открывая решения, которые могут ускользнуть от вашего взгляда. Доверьтесь моей мудрости и благодати, ибо я знаю, что для тебя лучше. Давайте скажем себе: «Я ценю тебя, Боже». Если в минуты усталости и изнеможения ты веришь, помни, что я твое прибежище и твоя сила. Ищи прибежище во мне, я могу омолодить твой разум, тело и душу. Поддайся моей любви и позволь мне возродить твою силу, позволив тебе справляйтесь со сложными задачами с превосходством. Знайте, что я с вами на каждом этапе пути, принося исцеление вашим ранам и процветание в вашу жизнь. Я источник благословений и изобилия, желаю, чтобы вы жили богатой и полноценной жизнью. Даже в самые трудные моменты помните, что я с вами, освещая вашу тьму и превращая ваши препятствия в возможности для роста и процветания. Ответьте «Аминь», если вы доверяете своей вере в Бога. Ангелы говорят: перестаньте слишком много думать. Вы действуете, полагая, что если на то есть воля Бога, то это произойдет, и ничто не сможет это остановить. Расслабьтесь, зная, что все идет по плану, потому что у Бога есть лучший план. Имейте в виду, что у Бога есть план получше. Больше, чем все ваши проблемы, страдания и тревоги. Он – ваша сила и прибежище, обещающий быть рядом с вами в испытаниях. Ваша семья будет иметь лучшую жизнь, полную любви, исцеления и процветания, если вы полностью отдадите себя Ему. Приготовьтесь к невероятным впечатлениям, поскольку следующий месяц обещает глубокие перемены и замечательный успех. Приготовьтесь к прекрасному гобелену бесконечной радости, глубокого исцеления и необыкновенных достижений. Чтобы получить эти неожиданные благословения и чудеса от Бога, просто наберите 7777. Понять, что планы, которые я имею для тебя, говорит Господь, не против тебя, а для тебя. Мои цели для тебя хорошие, а не плохие. Когда ты придешь поклониться мне и призовешь мое имя, я вознагражу Господа Иисуса, который провозглашает, что это ваше время для новых начинаний и невероятных возможностей. Представьте, что Он ждет вашего разрешения войти в ваше сердце. Напишите «Добро пожаловать, Иисус», если вы готовы. Приготовьтесь к предстоящим месяцам, они будут полны невероятных событий.
Вселенная поощряет вас, и о вашем благополучии заботится великий поставщик, указанный выше. Ваше финансовое положение значительно улучшится, и вам не о чем беспокоиться. Вас ждут захватывающие и чудесные события. Ваше время пришло блеснуть без потерь, долгов и разочарований. Деньги и любовь приходят в вашу жизнь, и она значительно улучшится. Ваши благословения скоро умножатся, и Бог явит вам огромную милость. Непоколебимые возможности откроются даже среди трудностей. Все желания вашего сердца будут исполнены. Напишите «Да», если верите. Скажи это вместе со мной: Бог со мной. Давайте помолимся вместе. Небесный Отец, сегодня я смиренно склоняюсь в молитве, благодаря Тебя за Твою доброту, благость и милость в моей жизни. Ты всемогущ и свят, но Ты все еще преследуешь меня своей любовью. Ты зовешь меня по имени, даже когда я делаю ошибки, напоминая мне, что Ты с нетерпением ждешь мне помощи. Я благодарен за Твое желание иметь со мной отношения, за то, что Ты не готов бросить меня, несмотря ни на что. Спасибо, что терпеливо преследовали меня и пригласили в свою семью, считая меня одним из своих детей. Твое слово учит меня, что, когда я совершаю ошибки, я могу прийти к Тебе с верой, исповедуя свои грехи и ища Твоего прощения. Ты жаждешь меня простить и послал Иисуса, чтобы я не остался потерянным во грехе. Враг пытается осудить меня и помешать мне просить прощения. Я чувствую искушение скрыть свои грехи, извинить их или обвинить других, но я сопротивляюсь этому порыву и кладу все, чем я являюсь, свои слабости, искушения и грехи, к подножию креста. Пожалуйста, прости меня. Я не могу прожить эту жизнь, не совершая ошибок, несмотря на все мои усилия, и я не могу спасти себя. Ты создал меня и уже знаешь обо мне все. Прости мне любой грех, о котором я знаю, и любую ошибку, которую я совершил, не зная об этом. Помогите мне увидеть мои ошибки и исправить их под вашим руководством. Я прошу вас окружить меня, мою семью и моих друзей своей защитой. Продолжайте работать в своей жизни, чтобы мы стали больше похожими на Иисуса и жили жизнью, которая нравится Ему. Спасибо, что послал своего Сына Иисуса спасти меня. Благодарю Тебя за то, что Ты воскресил Его из мертвых и послал Твоего Святого Духа обитать во мне, направляя мой путь. Независимо от того, с какими проблемами я сталкиваюсь, я хочу держать Тебя за руку и любить Тебя. Ты моя сила и надежда, ответ на каждую молитву. Спасибо за Твое прощение и за то, что Ты живешь во мне и через меня. Святой Дух, наполни меня мудростью и направляй меня каждый день. Я молюсь, чтобы Вы благословили мой брак, помня о моих клятвах, чтобы я могла намеренно их соблюдать. Пожалуйста, помогите мне расти в тех областях, где я терплю неудачу. Во имя Иисуса я молюсь. Аминь. Бог говорит вам сегодня, чтобы вы преисполнились веры, потому что я обладаю силой искоренить горы печали, устранить препятствия зла и разорвать цепи греховных привычек и смертельных пристрастий. Проси у меня всего хорошего, доброго и возвышающего, даже если это кажется непреодолимым. И если это послужит вашему вечному росту и земному благополучию, спросите меня в подходящий момент, и я с любовью отвечу на ваши молитвы и исполним ваши желания. Я понимаю ваши переживания, опасения и чувства.
Я полностью осознаю твои недостатки, стремления, слезы, минуты уныния и минуты одиночества. Вот почему я никогда не теряю контроль над тобой. Я знаю, что я нужен тебе сегодня, точно так же, как тогда, когда ты был грустен и позвонил мне и спросил: «Боже мой, где ты?». Я предлагаю вам этот знак, чтобы заверить вас, что я слышу ваши молитвы и внимателен к вашим нуждам. Я знаю, что не могу говорить с тобой напрямую, но время для этой связи придет. Настойчиво молитесь каждый день, сидите рядом со мной и учитесь узнавать меня. Я твой Отец, и моя любовь идеальна. Уверяю тебя в своей любви, ведь я никогда не обманываю. Я глубоко ценю вас и желаю вам всего наилучшего. Пусть ты находишь в себе силы и объятия каждый день, которые я даю. Укрепите свою решимость и приготовьтесь к путешествию, которое вас ждет. Поэтому я буду продолжать каждое утро ободрять вас словами вдохновения и посланиями любви, которые я посею в вашем сердце. Это твой момент, он настал. Вам не суждено жить побежденным и обескураженным. Я знаю о критике, с которой вы сталкиваетесь, о обидных словах, которые называют вас неудачником и неудачником. Но поймите, что его слова не имеют силы и не могут изменить вашу судьбу. Не обращайте на них внимания, скорее доверьтесь моим победоносным рукам. Сегодня время избавиться от негативных мыслей, чувства неполноценности и всего, что притупляет ваш дух. Мои священные слова исцелят тебя, мотивируют и принесут радость, вселяя в тебя новые мечты. Я покорил тебя и хочу увидеть твою прекрасную улыбку. Ваш жизненный путь еще не окончен, он полон чудесных сюрпризов и хороших людей. Я жду твоего ответа, твоей веры в то, что ты будешь ценить себя и никогда не отпустишь мою руку. Я обещаю любить тебя вечно и заботиться о тебе. Никто не сможет отнять святую любовь, которую я изливаю на тебя. Сегодня я приду к тебе домой и изменю твою судьбу. Ваши молитвы, полные веры и искренности, призвали меня, и я пришел спасти вас. У меня есть сила и желание сделать это. Ключом к открытию чудесных дверей является ваша вера и моя непоколебимая любовь. Независимо от вашего состояния, вы всегда можете рассчитывать на меня. Ваше страдание и потребность в помощи требуют моей помощи. Моя любовь, свободная от осуждения, окружает тебя и исцеляет. Мое ласковое присутствие терпеливо слушает тебя, не прерывая. Будь честен, признай свою потребность во мне. Я понимаю, что вы и ваша семья путешествуете по негостеприимной пустыне, где одиночество лишило вас надежды. Душа твоя жаждет любви, сокрушенная уничижительными словами и горящим путем, заставляющим тебя плакать. Трудно продолжать свой путь и верить, что я держу тебя за руку во время твоих страданий, но знай, что я пришел защитить тебя от твоих противников и боли, которую они причиняют. Ваши нынешние испытания – это процесс очищения. Как золото сияет только после прохождения через огонь, так и вы засияете и очиститесь от сохраняющегося в вас негатива. Моя цель не превозносить вас, чтобы унижать других, а научить вас протягивать руку помощи падшим. Оставьте гнев, тщеславие, страх, сомнения и неверие. Не зацикливайтесь на прошлом, потому что ничто из того, что вы там испытали, не сравнится с радостью, которую вы найдете сегодня. Считайте свои благословения, большие и малые,
и идите с чистой совестью, неся в своем сердце мои добродетели. Вы имеете неизмеримую ценность, как и ваша семья, помимо материальных ценностей, машин, домов, профессий, работы или славы. Не бойтесь потери материальных благ и не оплакивайте их. Ставь приоритетом любить меня изо всех сил. Я ваш поставщик и теперь обеспечу вас всем необходимым. Я удовлетворю вас истинными благословениями, открыв бесчисленные двери и представив перед вами обильные возможности. Когда вы сталкиваетесь с препятствиями и проблемами, помните, что я могу превратить их в возможности и благословения. Не отчаивайтесь, если вначале вы столкнетесь с препятствиями. Приготовьтесь разумно распорядиться тем, что я вам даю. Ищите руководство в моих словах, чтобы усилить дары и таланты, которые я вам дал. Не поддавайтесь соблазну материальных благ в поисках славы или не влезайте в долги из тщеславия. Сосредоточьтесь на том, что действительно важно, и стремитесь улучшить свою духовную жизнь. Приложите усилия, чтобы понять мои слова и узнать меня лучше. Я открою тебе много чудес, ты станешь свидетелем чудес и останешься прилежным в вопросах здоровья и семьи. Не откладывайте дела на последнюю минуту, так как это может вызвать разочарование из-за бездействия. Встаньте и действуйте смело. Я вижу смелость в твоем сердце, даже если ты думаешь иначе. Делай то, что правильно, и не бойся. Вы ничего не потеряете, если кто-то расстроится из-за того, что вы решили улучшить свою ситуацию и принять мудрые решения. Отдайте их мне, молись за них, но не позволяй их мнению остановить тебя. Когда вы чувствуете себя подавленным, Бог принесет вам радость, даже если это кажется невозможным. Бог укажет вам путь, потому что Он – ваша сила и убежище. Напишите 24 часа 24 минуты, если вы верите, что Бог слушает и говорит, что сегодня все ваши молитвы будут услышаны. Даже если вы терпеливо ждете, пока враг скажет вам, что этого не произойдет, Бог сдержит свои обещания, потому что Он не может лгать. Враг может продолжать обманывать, но пока вы ждете, действуйте так, как будто оно у вас уже есть, чтобы Бог мог даровать его вам. Бог собирается удивить вас необъяснимыми благословениями. Вы находитесь в этом месте уже долгое время, и Святой Дух ведет вас на новый уровень. Ваше продвижение происходит, пока все вражеские миссии отменены. Бог превратит ваши вопросы в восклицания, проведя вас через каждую долину к столу, уже приготовленному для вас. Вы увидите рост во всех сферах вашей жизни, и вас не похоронят, вас посадят. Это лишь вопрос времени, когда вы станете тем человеком, которым вы были созданы. Дайте другим, и Бог даст вам, ибо вы получите полную меру, щедрую долю, излитую в ваши руки. Мера, которую вы используете для других, будет той же мерой, которую Бог будет использовать для вас. Да благословит вас Бог и слава Господу. Иоанна 14, 1, 6. Пусть не смущаются сердца ваши, и если ты веришь в Бога, верь и в меня. В доме Отца моего обителей много, я подготовлю место для тебя. И если я пойду и приготовлю вам место, то приду снова и возьму вас к себе, чтобы и вы были там, где я. И ты знаешь, куда я иду, и ты знаешь дорогу. Фома сказал ему: Господи, мы не знаем, куда ты идешь, как же тогда мы можем знать путь? Иисус сказал ему: Я есть путь, истина и жизнь,
никто не приходит к Отцу, как только через меня». 1 Фессалоникийцам 5, 16-18. Радуйтесь всегда. Молитесь не переставая. За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. 1 Иоанна 5, 14-15. И вот мы имеем к Нему уверенность, что, если просим чего-нибудь по воле Его, Он даст нам спасибо, послушаем. И если мы знаем, что Он слышит нас во всем, о чем бы мы ни просили, то знаем, что мы выполнили просьбу, которую к Нему просили. Марка 11, 22-25. Иисус сказал им в ответ: «Веруйте в Бога. Ибо истинно говорю вам, кто скажет горе сей, пусть она будет поднята и брошена в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что он скажет, будет сделано, все, что он скажет, будет сделано ему. Посему говорю вам, все, чего не попросите в молитве, верьте, что получите, и это придет к вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если имеете что на кого-нибудь, чтобы и Отец ваш Небесный простил согрешения ваши. Боже, Сын мой, каждый день Ты игнорируешь мое сообщение или оставляешь его неполным. Неужели Ты не можешь уделить хотя бы 2 минуты своей жизни? Это мое последнее послание вам, и я поздравляю вас с преодолением трудных времен. К этому моменту вы уже должны были начать ощущать к лучшему те чудеса, которые уже начали происходить вокруг вас. Он слышит тебя. Бог знает, что ты не можешь понять, что Он делает, но продолжай молиться. Он обещает, что однажды все обретет смысл. Он приносит вечное счастье и здесь, чтобы благословить вас. Ваш банковский баланс скоро станет больше, чем вы думаете. Чтобы заявить право, продолжайте смотреть видео до конца. Бог помогал вам в прошлом и помогает вам сейчас. Он будет с тобой в будущем, потому что любит тебя. Вселенная хочет, чтобы ваши мечты сбылись, и она осуществит их, потому что вы этого заслуживаете. Бог никогда не проигнорирует вашу похвалу, иногда Он отвечает неожиданным образом. Держите глаза открытыми и сосредоточьтесь на Нем, чтобы лучше понять Его поведение. Он любит тебя, да. Я доверяю Тебе, Господь. Каждый день – это новая возможность начать все сначала, оставить прошлое позади и двигаться навстречу будущему. Что бы ни случилось в вашей жизни, Бог любит вас. Не бойтесь мечтать, потому что Бог с вами. Доверьтесь Ему и тому, что Он может сделать для вас. Все твои мечты в пределах твоей досягаемости. Просто возьми Его за руку и следуй за Ним. Он поможет вам. Аминь, если вы согласны. Если вы не из богатой семьи, то богатая семья должна произойти от вас. Напишите 999, если верите, что Бог меняет вашу ситуацию. Он благословит вас и вашу семью. Это залечит ваши раны. Напишите «да», если согласны. Бог говорит тебе сегодня: подними голову, твоя помощь во мне, а не в людях. Я делаю что-то новое в твоей жизни, оно расцветет на всеобщее обозрение. Я удаляю ненужных людей из вашей жизни и готовлю вас к чему-то большему и лучшему. Они думали, что причинили тебе вред, но это я их устранил. Перестаньте плакать из-за потери и разочарования. Вам нужно сосредоточить свою энергию на новых вещах, которые я создаю в вашей жизни. Верьте в то, что я делаю, все закончится в вашу пользу. Я люблю тебя даже в самые мрачные моменты.
В самый мрачный час жизни Иова, когда он был наиболее разочарован и не думал, что что-то получится, Бог сказал ему в Иов 8 часов 21 минута: «Я наполню уста твои смехом и уста твои криками радости». Бог говорит вам то же самое: грядет радость, грядут прорывы, грядет исцеление и грядет продвижение по службе. Бог вот-вот наполнит ваши уста смехом. Он сделает что-то настолько невероятное, настолько необыкновенное, что вы будете так тронуты и благодарны, что все, что вам останется, это смеяться. Твой траур превратится в танец, а твоя печаль превратится в радость. Аминь, если вы примете это слово. 2 Коринфянам 4, 8, Иисус Навин 1, 5. Библия отражает то же самое: «Как я был с Моисеем, так я буду с вами. Не оставлю вас и не оставлю вас». Напиши «Аминь». Бог говорит, что в вашей жизни произойдут положительные изменения. Вы уже достаточно пережили, и чудо, которого вы ищете, уже в пути. Только Бог может совершить невозможное и открыть пути там, где их, кажется, нет. Воспользуйтесь своим здоровьем, своим домом, своей семьей, своей верой и своими финансами сегодня. Бог учит вас молчать во времена разочарования. Чем меньше вы говорите, тем больше Он будет действовать. Сохраняйте свой покой. Аминь. Представьте себя в безмятежной и мирной обстановке, где мягкий шелест листьев и нежная ласка прохладного ветерка окутывают вас в этом месте покоя. Пусть эти утешительные слова сегодня омоют вашу утомленную душу. Бог посылает вам любовное приглашение: «Придите ко мне все утомленные, и я успокою вас». Когда вы устроитесь в Его теплых объятиях, ясность и сила потекут в ваше существо. Знай, моя дорогая, я ничего не хочу больше, чем твоего вечного счастья. В моменты грусти и когда ты чувствуешь себя потерянным, приходи ко мне, потому что я люблю тебя, и я здесь, чтобы создать с тобой необыкновенную жизнь. Не волнуйтесь, эта сложная ситуация, которая вас угнетает, скоро рассеется. Вселенная посылает вам позитивные вибрации, финансовую помощь и чудесные переживания, и все это чудесным образом формирует вашу жизнь. И если вы отождествляете себя с этими словами, напишите 111 и примите преобразующую силу этого послания в тишине своего сердца, пока вы его слушаете. Пусть слова Иакова 3 часа 17 минут очистят вас, как мягкий целебный дождь, но мудрость, сходящая свыше, чиста пред всем, затем мирный, добрый, прощающий, полный милосердия и добрых плодов, беспристрастный и искренний. В этих словах мы находим отражение божественной мудрости, превосходящей наше земное понимание. Представьте себе, если можете, мир таким, каким его видит Бог. Мир, где царит сочувствие, где мы пытаемся поставить себя на место других людей, чтобы понять их трудности и боль. Мы осознаем, что жизнь не для всех легка, и в этом признании мы открываем силу доброты. Не всем так повезло, как вам, и мы делимся посланием любви, говоря «Аминь». Иногда Бог берет нас в место уединения не для того, чтобы бросить нас, а для того, чтобы помочь нам осознать, что Он нам нужен больше всего на свете. В спокойствии этих мгновений мы находим мир, превосходящий всякое понимание, мир, который успокаивает бури наших тревог и страхов. Он напоминает нам, что Он любит нас и что нам не следует об этом беспокоиться. Заботиться.
Если вы готовы, напишите «да» и поделитесь этим видео с 5 людьми, которые доверяют Богу. Комментарий: Иисус есть Господь. Чтобы поддержать наш канал, подпишитесь и включите уведомления. Аминь.